Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейх Шара. Сегодня в программе. Общественная палата презентовала проект конституционной реформы. В столице проходят военно-спортивные соревнования среди сборных школ города Сухум, посвященные 80-летию Великой Победы. Общественная палата презентовала проект конституционной реформы. По мнению разработчиков проекта, основная задача предложенных изменений не механическое перераспределение полномочий между ветвями власти, а повышение ответственности правительства перед парламентом. Подробности в материале Гууцы Вардания. О конституционной реформе в Абхазии говорят давно, отмечая ее необходимость. Однако за все это время существенных изменений в Конституции, которые могли бы улучшить жизнедеятельность государства, так и не произошло, отметили в Общественной палате в начале заседания. Если не будут реформы, не будет движения вперед. Но консервативные люди, вот такие как я, там, или кто-то еще, может быть, как-то опасаются таких вот кардинальных изменений. Но если посмотреть на нашу политическую жизнь и кризисы, которые уже 32 года мы ощущаем, конечно же, сам вопрос напрашивается, что в этой сфере надо очень серьезно и глобально поработать. Вопрос изменений Конституции Абхазии обсуждается в разных институтах власти. В парламенте создана комиссия, которая работает над проектом. Говорят о нем в Центре стратегических исследований при президенте. Кроме того, концепция конституционно-правовой реформы политической системы власти Абхазии была подготовлена комиссией Общественной палаты по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию общественного диалога. Рабочую группу возглавляет Ирас Тагумава. Одним из самых важных аспектов проекта является реформирование избирательной системы, например, переход к смешанной системе выборов. Вы потом своих кандидатов, за которые получат наибольшие голоса, выдвигать в высший законодательный орган. На наш взгляд, это очень важная реформа, которая назрела уже давно. Они уже говорят десятилетия в нашей стране. Значит, мы считаем, что нам необходимо увеличить число депутатов, но это вопрос опять-таки обсуждаемый. Мы просто предлагаем с 35 до 45 депутатов. Мы предлагаем, значит, чтобы избирательным правом, обладающим для того, чтобы попасть в парламент, с 30 лет человек имел возможность, а не с 25. Включает в себя идеи реформирования и института президента, парламента, правительства с конкретными предложениями по пересмотру их полномочий. И самое главное, чего у нас не хватало и продолжает не хватать, на наш взгляд, это взаимной ответственности друг перед другом. Если присутствующие помнят, я хочу обратить внимание на то, что, например, такой важнейший орган, как парламент Республики Абхазия на сегодняшний день, который является одним из субъектов вот этих всех конституционных правоотношений, он не обладает никакой ответственностью прописанной. Мы можем говорить о какой-то моральной ответственности депутатов, там, я не знаю, исторической ответственностью, но конституционной ответственностью парламент не обладает. Из 45 депутатов 30 предлагается выбирать по партийным спискам, а 15 по мажоритарной системе. Если мы с вами хотим говорить о присутствии партийных структур в парламенте, ну, понятно, что в парламент должны попасть, ну, как минимум 2 партии, как минимум, да? Ну, как минимум 2 партии, это значит, что эти партийные структуры, которые туда смогут провести своих кандидатов, они должны будут зарегистрироваться в качестве фракции, политической фракции, так как это принято во всех парламентах мира. Вот. По сегодняшней цифре, да, политическая фракция, которая представляется в количестве там 5-8 человек, ну, честно говоря, выглядит малоубедительно.
Да, потому что политическая фракция, если смотреть на деятельность других парламентов, это решающая сила в парламенте. Спикером парламента избирается депутат от партии, набравший наибольшее количество мест. Парламент избирает из своего состава не более 2 заместителей спикера. Первый вице-спикер избирается по представлению партии, не вошедших в парламентское большинство. Также предлагается, чтобы генерального прокурора республики утверждали и выбирали депутаты. Мы считаем, что именно этот ключевой орган, Генеральная прокуратура, это главный контрольно-надзорный орган в нашей стране, представлял парламент и утверждал парламент. Сейчас по такому же принципу, как вы знаете, стал утверждаться председатель контрольной палаты. Хотя до этого председатель контрольной палаты, опять-таки, предлагался президентом и утверждался парламентом. Но сейчас процедура изменена была. Сегодня сами депутаты предлагают и там же на месте избирают, потому что это главный финансово-контрольный орган страны. В общем, на примере и опыте других государств в концепции конституционно-правовой реформы предлагается иной порядок формирования правительства, в котором значительную роль будет играть Народное собрание. То есть там три, так сказать, раза происходит, 3 раза может происходить процедура назначения правительства, формирования правительства. В первом случае президент, право за выдвижением кандидатуры принадлежит президенту страны, который вносит кандидатуру в парламент, но парламент решает, значит, вопрос о выражении вотума доверия правительству, потому что там есть определенные сроки. После определения кандидатуры со стороны президента у премьер-министра, у кандидатов на должность премьер-министра есть время для поиска кандидатур на министерские посты и потом 20 дней на то, чтобы выйти на заседание парламента и предложить общую стратегию своего кабинета. Общую. Согласно предлагаемой концепции, Кабинет министров станет высшим органом исполнительной власти, отвечающим за внутреннюю и внешнюю политику страны. По нашему проекту премьер-министр становится главой исполнительной власти. Вот. И, соответственно, он регулирует эти вопросы, взаимоотношения внутри республики и за ее пределами. Более того, президент, подписывая международные соглашения, обязательно должен это делать с согласия Кабинета министров. Такой момент мы тоже прописали. Мы считаем это очень важным моментом, как раз вопрос взаимной ответственности и взаимного, так скажем, баланса. По итогам презентации и детального обсуждения проект был единогласно утвержден членами Общественной палаты. Общественной палатой будет подготовлено соответствующее заключение, которое направят президенту Республики Абхазия и спикеру Народного собрания. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба, его заместители Фазлыби Авизвы и Астамур Аршба, чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхаз Квициня и руководитель аппарата парламента Вадим Бжаня приняли участие в пленарном заседании Международного форума «Великое наследие. Общее будущее», который проходит в эти дни в Волгограде. На итоговом заседании перед участниками форума выступили президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Проведение форума было инициировано парламентским собранием Союза Беларуси и России и утверждено Высшим Государственным Советом союзного государства. В нем приняли участие более 500 парламентариев стран СНГ, Азии, Европы, Латинской Америки, а также ученые, общественные деятели, международные эксперты. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемый Игорь Петрович, уважаемые участники форума, приветствую вас от имени Народного собрания парламента Республики Абхазия. Выражаю благодарность организаторам Международного патриотического форума «Великое наследие. Общее будущее» за предоставленную возможность поздравить всех присутствующих с юбилеем победы советского народа в Великой Отечественной войне. День 9 мая, День Великой Победы, является датой, которая в Республике Абхазия объединяет всех ее граждан. Он всегда в наших сердцах как символ героизма
и беспримерного мужества советского народа. Победа в Великой Отечественной войне является нашей общей исторической победой. На долю советского народа легла основная тяжесть войны. Свой вклад в общую победу внесла и наша республика. Более 55 тысяч человек ушли на фронт из Абхазии. Из них каждый третий не вернулся с полей сражений. Жители многонациональной Абхазии воевали на всех фронтах. Они защищали Москву и Сталинград, освобождали Украину, Белоруссию, западные регионы Советского Союза и Восточную Европу. Брали Рейхстаг, праздновали победу в Берлине. Тысячи воинов из Абхазии награждены орденами и медалями. Из них 22 стали героями Советского Союза. 3 наших земляков стали полными кавалерами орденов славы. В 1942 году враг вторгся и на территорию нашей республики. Во время битвы за Кавказ жесточайшие бои проходили на горных перевалах Абхазии. Были созданы истребительные отряды, которые вместе с Красной Армией защищали побережье от угрозы прорыва. Благодаря героизму защитников Кавказа враг был остановлен. К сожалению, имена некоторых участников обороны перевалов неизвестны, но я точно знаю, что мой дед Нури Ашуба участвовал в тяжелых сражениях, проходивших на перевалах главного Кавказского хребта. Уверен, что и мои сыновья... Спасибо. Уверен, что и мои сыновья будут помнить о нем и гордиться своим прадедом. В горах Абхазии не один год проводится работа международной абхазо-российской военно-исторической поисковой экспедиции, связанная с увековечением памяти советских воинов, павших смертью храбрых на перевалах Кавказа. Находясь в городе-герое Волгограде, не могу не сказать, что на всех этапах исторической битвы под Сталинградом принимали участие и наши земляки. В годы войны на территории Абхазии было развернуто большое количество военных госпиталей, в которых проходили курс лечения десятки тысяч раненых бойцов. К сожалению, не все раненые выживали. Захоронение советских солдат – это часть истории Абхазии. В преддверии 80-летия Победы проводится большая работа по приведению в порядок воинских памятников и захоронений. Особо отмечу плодотворное сотрудничество абхазской стороны с Фондом президентских грантов Российской Федерации. В Республике Абхазия многое делается для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Их сегодня, к сожалению, осталось мало. От имени народа Республики Абхазия передаю сердечный привет и пожелания здоровья дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в России и других государствах. Мы выражаем искреннюю признательность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за постоянную заботу о ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих в нашей республике. Многочисленные мероприятия, посвященные сохранению исторической памяти о тех временах, являются традиционными в нашей республике. В их числе бессмертный полк, Георгиевская лента, свеча памяти, велопробеги «Спасибо за победу», в школах уроки мужества, международные акции «Сад памяти», «Огонь памяти» и «Эстафета победы». Важной составляющей работы по сохранению исторического наследия является и сотрудничество между различными ветеранскими организациями, архивами, музеями наших стран. После Великой Отечественной войны большинство людей в нашей республике были уверены, что такое никогда не может повториться, но история внесла свои коррективы. Через 47 лет после войны уже новые поколения граждан Абхазии встали на защиту своей родины. Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов оставила глубокий след на теле нашей республики. Один из главных уроков Великой Отечественной войны состоит в том, чтобы борьба с военной опасностью должна идти постоянно. Связь поколения, о которой мы говорим на форуме, актуальна и в наши дни. Мы поддерживаем необходимость проведения Российской Федерации специальной военной операции. В борьбе с неофашизмом ее участники, потомки победителей, сегодня защищают наши общие ценности. Вместе с российскими бойцами плечом к плечу сражаются и погибают добровольцы из Республики Абхазия.
Главным гарантом безопасности, союзником и стратегическим партнером для Республики Абхазия была и остается Российская Федерация. Мы благодарны России за эту поддержку. В западных странах и в некоторых бывших советских республиках пытаются пересмотреть итоги Великой Отечественной войны. Сносят памятники советским воинам, запрещают советскую символику, проведение акций памяти. Эти действия недопустимы. Уверен, что наш форум будет способствовать сплочению всех прогрессивных сил в деле сохранения памяти и исторической правды. Желаю вам, уважаемые участники форума, успешной работы, мира и благополучия. Благодарю за внимание. Спасибо вам большое, Лаш Нагзарович. До начала пленарного заседания Международного форума «Великое наследие. Общее будущее» состоялась церемония зажжения вечного огня на аллее Героев, площади павших борцов, в которой приняли участие спикер парламента Лаша Ашуба и главы всех делегаций, прибывших на форум. Памятное мероприятие завершилось шествием роты почетного караула, военного оркестра и колокольным звоном собора Александра Невского в память о героизме и подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. На полях форума также состоялась встреча делегации Народного собрания Абхазии и парламента Республики Южная Осетия. Спикеры парламента Влаша Ашубы и Алан Маргиев обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества. Сотрудники Государственного таможенного комитета в ходе досмотра экскурсионного автобуса на границе ПСО обнаружили и изъяли 17 майнинг-аппаратов. Проводится административное расследование. 26 апреля 2025 года, примерно в 8 часов 36 минут, сотрудниками оперативного подразделения Государственного таможенного комитета Республики Абхазия в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта таможенного поста ПСО по направлению из Российской Федерации в сторону Республики Абхазия досмотрен экскурсионный автобус марки «Скания» за государственным регистрационным знаком КЕВ-124 АБХ под управлением гражданина Голугова, который намеревался осуществить ввоз вычислительного оборудования для извлечения криптовалюты в количестве 17 единиц. Оборудование изъято, проводится административное расследование. 12 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в республике, руководство Абхазии выплатит по 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. 18 человек, приравненных к ветеранам войны, получат по 50 тысяч рублей. Средства выделят из резервного фонда президента Абхазии. Решение об этом принято комиссией по проведению мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы под председательством вице-премьера Джансуха Ананба. На Лыхнинском повороте установят искусственную дорожную неровность. Об этом сообщил начальник УГАИ МВД Дамир Авизба. Решение принято после согласования со всеми профильными структурами. Помимо лежачего полицейского, на участке установят отбойники, перенесут стоянку общественного транспорта, организуют новый пешеходный переход. На Лыхнинском повороте установят искусственную дорожную неровность. Об этом сообщил начальник УГАИ МВД Республики Дамир Авизба. Решение принято после согласования со всеми профильными структурами. 27 апреля на данном перекрестке в Гудаутском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Несколько участников аварии были ранены и доставлены в Гудаутское ЦРБ. Дорожно-транспортные происшествия на данном участке не редкость. Нами давно был разработан проект установки дорожной неровности, однако ввиду разногласий с вышестоящими органами эта реализация затянулась. Теперь уже у нас есть понимание со стороны руководства, и в скором времени на данном перекрестке будет установлен так называемый лежачий полицейский. Как вам известно, большинство ДТП происходит по вине водителей, грубо пренебрегающих скоростным режимом. Порой его превышают в разы. Искусственная неровность заставит водителей вынужденно снижать скорость транспортного средства, что в свою очередь максимизирует безопасность движения транспорта на данном аварийном и опасном участке. Как показывает практика, искусственная дорожная неровность – лучшее средство от лихачей. Свежий пример тому Ацинский поворот. После того, как мы настояли на установке там лежачих полицейских, на бывшем всегда аварийно опасном участке у нас не было ни одного ДТП, тем более со смертельным исходом.
Установка ИДН является вынужденной мерой. Однако в УГАИ напоминают, что ни одна неровность не может быть панацеей от ДТП. Начальник госавтоинспекции в очередной раз призвал к соблюдению ПДД. Уважаемые граждане, автолюбители, в очередной раз призываю вас быть внимательными и бдительными за рулем автомобиля. Мы не можем контролировать каждого из вас. Сохраняйте холодный разум и дисциплину, управляя транспортным средством. Помните, каждого из нас ждут дома, а ваша минутная жажда скорости может отнять жизнь чьих-то родителей, чьих-то детей. Ваше лихачество может стать причиной ужасной трагедии, последствия которой вы не сможете исправить. Место установки ИДН обсудили при участии главы администрации Гудаутского района Валерия Авицба, директора Абхазавтодора Тенгиза Таркил, начальника департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения столичной администрации Тимура Абгадж, представителей районного АТП. Помимо лежачего полицейского на участке установят отбойники, перенесут стоянку общественного транспорта, организуют новый пешеходный переход. В столице проходят военно-спортивные соревнования среди сборных школ города Сухум, посвященные 80-летию Великой Победы. Городская военно-спортивная игра «Аяйра» набирает все большую популярность среди старшеклассников. Соревнования включают в себя метание гранаты на дальность, легкую атлетику, неполную сборку и разборку, а также стрельбу из автомата. Организатор мероприятия – столичное управление образования. Военно-спортивные игры «Аяйра» – это не просто соревнования, а важный этап в подготовке будущих защитников Родины. В эти дни в столице среди сборных городских школ проходят соревнования, в которых ученики могут продемонстрировать свою физическую подготовку, навыки обращения с оружием и знания основ военной тактики. Игры среди школьников проходят ежегодно, становясь важной частью патриотического воспитания молодежи. Эти состязания призваны укрепить физическую подготовку, развить командный дух и познакомить ребят с основами военной службы. В рамках 5-й спартакиады по допризывной подготовке и гражданской обороны с 28 по 30 мы проводим городскую военно-спортивную игру «Аяйра». Данная военно-спортивная игра «Аяйра» включает 7 видов. Это у нас перетягивание каната, подтягивание на перекладине, неполная разборка, сборка автомата, метание гранат на дальность, стрельба из автомата на полигоне. И 100 метров, значит, забег у девочек на 800 метров и у мальчиков на 1000 метров. Важным элементом военно-спортивных соревнований является строгое соблюдение правил безопасности при выполнении всех упражнений. Судейская коллегия, в состав которой входят военные преподаватели, осуществляет контроль за соблюдением правил и обеспечивает честное и объективное судейство. Из победителей сформируют сборную команду города, которая будет участвовать в республиканских играх. Каждый из школьников может проявить себя, свою физическую подготовленность. Соответственно, занимаясь активно спортом, военным делом, это в первую очередь патриотично, потому что сегодня мы на стадионе, но помимо легкой атлетики у нас и стрельба, и метание гранаты. В первую очередь это воспитывает в каждом ребенке патриотизм. Ну и, соответственно, они становятся быстрее, выше, сильнее. И каждый из детей мечтает попасть не только в сборную команду школы, но и сборную Сухума. И сегодня, определяя команду из 4 человек, могу вам с уверенностью сказать, что практически в каждой школе есть гораздо больше детей, которые хотели бы попасть, но, соответственно, по определенным критериям, выбирая самого быстрого, самого сильного, всего представляет 2 мальчиков и 2 девочек. Целью военно-спортивных игр является популяризация здорового образа жизни среди молодежи и укрепление морально-психологической устойчивости. Участие в подобных мероприятиях помогает многим школьникам определиться с будущей профессией, сформировать свои патриотические убеждения и гражданскую позицию. Не очень довольна результатом, потому что это не личный рекорд. Могла лучше. Такие соревнования мне дают больше опыта, потому что мы с нашей командой выезжаем и в пределы Абхазии, ездим в Краснодар, в Сочи и в разные другие города, и поэтому мне это дает большой опыт. В школе во время физкультуры я просто случайно прыгнул 4,90, и мне наш тренер сказал идти на легкую атлетику. Познакомился с замечательным тренером Алексеем Алексеевичем, он тренирует уже 2-й год меня.
Да, я собираюсь продолжать. Хочу в будущем, если возможности все позволят, стать тоже тренером по легкой атлетике. Поддерживает и вдохновляет и тренер, и родители, мама и бабушка. Победители будут определены 30 апреля после 2 видов состязаний – стрельбе из автомата и метания гранаты на дальность, кунда-шоу, рамо, камки, абхазское телевидение. 5 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей завоевала сборная Абхазии на 3-м чемпионате мира по карате до Шотокан-Рю КЗХ в Москве. В общем зачете наша сборная заняла 2-е место. Алана Бациева завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Амир Харчилав 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую. Никита Джикерба 1 золотую медаль. Айнар Дочи 1 серебряную и 2 бронзовые. Астан Ратия 1 золотую. Леон Хаджимба 1 серебряную и 1 бронзовую. Ксения Клипина 2 серебряные медали. В турнире участвовали свыше 300 спортсменов из Италии, Индии, Кубы, Мексики, Азербайджана, Армении, Африки и более 10 регионов России. 1 мая в селе Кутола Чемчирского района состоится открытие скакового сезона. Скачки приурочены ко Дню весны и труда и 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Помимо забегов на разные дистанции, также состоятся такие конно-спортивные состязания, как метание дротиков и конный футбол. И в завершении выпуска о погоде. В среду 30 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Местами утром туман. Температура воздуха ночью 5-10, днем 11-16 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.